Господи, да не яростью Твоею. В Раевском монастыре уже по традиции в эти дни многолюдно. В соборе Великой Троицы тысячи прихожан. Праздничную службу проводит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Самара, Тольятти, Йошкар-Ола. Здесь православные со всей страны. Исцели меня, Господи. Служба завершена, и православный отправляется в крестный ход. Митрополит Феофан ведет за собой прихожан прямо к Раевской купели. Таинство освящения воды – одно из центральных в крещении. А у местного родничка уже очередь в несколько сотен метров. Вода в эти дни считается чудодейственной и имеет особую силу. Некоторые запасаются ею на весь год. Почему так много взяли с собой канистр? Нас много. Себе, родителям, бабушке, дедушке, родственникам. Вот хотим раздать. Вода святая, говорят, на самом деле помогает от всех болезней. Ой, и дай Бог исполнится наше желание. Православные верят, если окунуться в Иордань, выйдешь чистым, как младенец. Святая вода смоет все грехи. Кстати, вера здесь главная. Люди окунались даже в советское время, когда шло гонение на церковь, говорит владыка. И глубоко верили, что божественная сила освящает воды. И поэтому вот это купание в эту крещенскую ночь должно сочетаться с верой. Но ни в коем случае не должно быть шоу. Уди! Желающих испытать свой дух немало. Очередь до храма, но на лед сразу всех не пускают. Строго по 20 человек. Все под присмотром спасателей. Холодно? Нет! Все отлично. Прежде чем окунуться в прорубь, медики советуют хорошенько разогреть свой организм. Это может помочь горячий чай. Алкоголь пить абсолютно нельзя. Ну а самое лучшее средство во все времена – это, конечно же, разминка. Я сделал небольшую зарядку, поэтому уже готов нырять. Кстати, находиться долго в этой воде нельзя. Максимум 1 минута. На выходе встречают спасатели с полотенцем. После ледяной воды кожа горит, кажется, телу даже жарко. Несмотря на это, лучше быстро одеть теплую и сухую одежду и греться чаем. Альметьевск, Челны, Нижнекамск, Заинск. Люди сегодня окунаются в купели по всей республике. А это уже столичная Казанка. Воду в реке осветили, поэтому далеко ехать горожанам не нужно. Более того, чтобы набрать святой воды, можно даже не выходить из дома, она уже течет из ваших кранов. И на водоемы, и на источники, и даже на ту воду, которую мы освещаем в храме. То есть, по сути дела, в городах это вода, которая подается через водопровод. Купели Татарстана опустеют еще не скоро. Крещенские купания будут идти еще по меньшей мере 3 дня. И даже после этого вода в проруби своих чудодейственных свойств не потеряет, говорят священники. Все зависит от веры каждого. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан.